Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В Любляне прошел масштабный митинг против милитаризации и роста военных расходов. На площадь вышло несколько сотен человек. Участники, студенты, активисты и экологи потребовали выхода Словении из НАТО и перенаправления денег в здравоохранение, образование и социальную сферу. Люди считают, что военные союзы провоцируют новые конфликты и войны. Похожие акции с призывами выйти из НАТО прошли в других славянских городах. Митинг прошел мирно, без эксцессов, но протестующие, конечно же, не добьются выхода Словении из НАТО. В июле в Любляне откроется новый бассейный комплекс Велче, рядом с рекой Любляница. Бассейный комплекс будет включать в себя 25-метровый бассейн с регулируемым дном для обучения, занятий и водного пола, а также олимпийский 50-метровый открытый бассейн, детские бассейны, спортплощадки, тренажерный зал и кафе. В проект вложено около 24 миллионов евро. Из них почти 6 миллионов профинансируют Евросоюз и государство. Остальное – город Любляна. Это уже четвертый современный бассейный комплекс в Любляне, который будет работать круглый год и станет центром для отдыха, обучения и спорта. Центральный клинический центр Любляны объявляет набор 500 волонтеров. Приглашаются люди, у которых есть хотя бы один свободный час в неделю для поддержки пациентов. С каждым годом в клиническом центре растет число участников. В 2019 году было 108 волонтеров, в 2024 уже 67, которые вместе подарили пациентам более 1000 часов общения, помощи и тепла. Волонтеры читают книги с больными, сопровождают на прогулки, помогают ориентироваться в больнице, посещают культурные мероприятия и даже сопровождают на обследование. Это отличный шанс подарить тепло и помочь людям, которые оказались в больнице. Не знаю, берут ли туда иностранцев, но если берут, то для вас это отличный шанс подтянуть словенский язык. Словенец получил более 500 тысяч евро только на процентах. Один из жителей Словении стал настоящим рекордсменом. За прошлый год он заработал свыше 500 тысяч евро только на банковских процентах по депозиту. Это крупнейший зафиксированный доход от процентов среди частных лиц в стране. Как такое возможно? У него на счете были миллионы евро, размещенные под выгодную процентную ставку. Банк выплатил ему огромную сумму, даже несмотря на в целом низкие процентные ставки в Европе. Это пример того, как крупный капитал может приносить серьезный пассивный доход. Интересно, что налог на такие проценты в Словении все-таки удерживается. И этому словенцу все-таки пришлось отдать часть прибыли государству. Эксперты, в свою очередь, рекомендуют не ограничиваться банковскими депозитами, а заниматься выгодными инвестициями, также вкладывать деньги в недвижимость и в криптовалюту. На Поморской автомагистрали в Словении произошло серьезное ДТП. Автовоз, перевозивший новые автомобили, наехал на неизвестный предмет, в результате чего водитель не справился с управлением и грузовик перевернулся, после чего автомобиль загорелся. Пожарные из Мурской Соботы и Горней Радгоны оперативно потушили огонь, отключили аккумулятор и нейтрализовали разлившееся топливо. Водитель чудом получил лишь легкие травмы. В результате аварии был нанесен ущерб на сумму около 300 тысяч евро. Автомагистраль в направлении Марибора была полностью закрыта почти на 9 часов. Словенские железные дороги запускают летом новые поезда к популярным туристическим маршрутам. С 20 июня 2025 года словенские железные дороги вводят новые сезонные маршруты, чтобы упростить поездки к популярным туристическим местам. Новые рейсы между Любляной и Загребом по пятницам и воскресеньям теперь до 4 поездов в день. Железнодорожное сообщение Загреб-Любляна-Пула, поезд туда по пятницам, обратно по воскресеньям. С 28 июня запускается летний маршрут между Словенской Дивачей и хорватским городом Бузет с возможностью пересадки до Пулы или Марибора. С 28 июня появится новый поезд Будапешт-Любляна-Копер. С 28 июня по 30 августа сезонный маршрут из Варшавы через Марибор и Любляну до Риеки 4 раза в неделю.
Славянские железные дороги подчеркивают, что количество пассажиров постоянно растет, уже более 16 миллионов человек в год. Друзья, и в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Послезавтра в Любляне от +20 до +32. Облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. И вам спасибо. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!